здесь начать трансляцию, окей, и все, пойдет в открытый доступ. Как-то сворачивайте. Добрый день, уважаемые участники и преподаватели, возможно. Меня зовут Носов Леонид Сергеевич, я являюсь членом жюри республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Соответственно, у нас с вами вебинар. Да, я надеюсь, всем меня слышно, видно. Вот, в чате можно, в принципе, отписаться. Да, я немножко покажу теорию по, те решения, которые, соответственно, были предоставлены Москвой, и которые мы, соответственно, на основе этих критериев, на основе которых мы проверяли, выставляли соответствующие баллы. Сканированные проверенные работы у вас будут доступны в ближайшее время в личном кабинете. Да, подробно там будет большинство членов жюри делали пометки, если вы где-то участники Олимпиады ошиблись, либо еще что-то. А я, соответственно, покажу решение, начиная теоретический тур с 7 по 11 класс, а потом экспериментальный тур точно так же с 7 по 11 класс. Кратко покажу, потому что более подробно можно посмотреть, вот, если кому интересно, что называется, вот есть сайт Талант Career.ru, сайт Центра поддержки сопровождения олимпиадного движения. И, соответственно, на этом сайте в разделе новости есть ссылочка. Вот я могу если вернуться на основной сайт, чтобы было вам видно, то есть как попасть на этот сайт. В разделе новости щелкайте. Есть ссылка, соответственно, вебинары. И вот физика, это вот то, что наше сегодня с вами мероприятие, это то, что было на уровне, ссылка есть на уровне, соответственно, российском. То есть можно вот посмотреть видеозаписи, это его по всем классам подробно развернуто, как решалась теория, как решался эксперимент. Как решается теория, как решается эксперимент, подробно развернуто. Я буду, соответственно, краток на самом деле. В сравнении с этим, если кому интересно подробно, то, соответственно, смотрите там. Все вопросы можно задавать в чате. Если я увижу, смогу ответить. Я увижу и смогу ответить, соответственно, на ваши вопросы. То есть чат мне доступен, я могу написать, соответственно, либо увижу ваш чат, смогу ответить на ваши вопросы. Итак, начнем. 7 класс. Да, в 7 классе начнем с Олимпиады Максвелла. В 7 классе было представлено, соответственно, 4 задачи. Да, первая задача термоареометр, такая интересная, специфичная. То есть задача о том, что был у экспериментатора Глюка прибор универсальный, который позволял мерить температуру и плотность, соответственно, одновременно некой жидкости. То есть, чтобы его задача была, соответственно, построить график полученной зависимости плотности от температуры и определить, с какой максимальной скоростью перемещались шкалы друг относительно друга в ходе эксперимента. Длины шкал, соответственно, даны, длительность эксперимента тоже дана. Самая первая проблема, с которой на самом деле я несколько удивился, столкнулся, то есть если сказано построить зависимость ρ от t, большинство строили зависимость t от ρ обратно. Я не посчитал это ошибкой, но тем не менее с формальной точки зрения это не совсем правильно. То есть это те, кто строили именно нужный график ρ от t. То есть некоторые строили график ρ от температуры от времени t от времени. Вот. То есть это его пример решения. Самое главное этот график. Зависимость плотности жидкости от температуры. Тут график, который построен. И тут на самом деле по графику видно, что он состоит из 2 линейных частей. На основании этого, соответственно, определяли все остальные параметры. То есть первичным было на самом деле по сути построить одно из самых важных критериев, построить этот график. Потому что за график давалось аж 4 балла, если вы посмотрите.
Соответственно, если неудачный масштаб выбрали, то минус балл, да, не все точки минус балл, не все оси минус балл. Дальше таких его среди критериев это скорость движения шкалы Т. Да, поясню, как она вот это его, исходя из скорости. Это в силу того, что, видите, у нас шкала смещалась равномерно, значит, скорость движения относительно указателя можно легко найти. Ну, вот он, соответственно. Дальше, исходя из скорости остывания, да, можно вот его построить, определить, во-первых, скорость движения, по сути, второй шкалы, да, на двух участках. Исходя из графика, видите, два участка, а время линейно и, соответственно, ну, равномерно, и температура равномерно у нас менялась. Плотность у нас с равной скоростью двигалась. И, соответственно, вот, исходя из этих максимальная скорость. Поскольку шкала движется в противоположную стороны, то, соответственно, вот скорость относительно есть сумма этих двух скоростей. И среди критериев, видите, вот, критерий, да, это его, что на двух участках скорость меняет плотности равномерно. Так равномерно меняется температура. Но при этом это его правильно определена максимальная скорость, скорость движения шкалы рост и скорость движения шкал. Следующая задачка. Каникулы Простоквашино. Аналогичная, похожая задачка была у 8 класса. Да, соответственно, суть в том, что вот, дядя Федор шариком, да, решили двинуться со станции Простоквашино домой. Дано, соответственно, расстояние от станции до дома. Кроме того, соответственно, фиксировано, что дядя Федор пошел домой со скоростью 4 км в час, а шарик со скоростью 12 км в час. И он, по сути, туда-обратно начал бегать. Спрашивается, какой путь больше? Путь, который шарик пробежал, суммарный путь, который шарик пробежал домой, или суммарный путь, который шарик пробежал в обратном направлении. Насколько как один путь длиннее, и оба пути надо определить. То есть, на самом деле, задача очень интересна, но подобная задача уже раньше встречалась, там, такие вот, я помню, называлась задача «Всадник и муха». К сожалению, никто из участников не воспользовался вот тем решением, да, и все решили его считать вот эти точки встречи. Его первую встречу, вторую встречу, ну, очень многие его, и потом находить по-честному вот эти суммы. Хотя, на самом деле, сумму находить по-честному бессмысленно, задача решается гораздо проще и короче, если учесть, что у нас суммы похожие различаются только первым слагаемым по величине. Да, вот это первый отрезок, да, на который отличаются эти две суммы. Поэтому найти разницу между суммами очень просто. Да. А дальше, зная скорость дяди Федора, можно найти все время, за которое двигался дядя Федор от станции до дома. Зная это время, можно найти весь путь, вообще, который в принципе пробежал шарик. То есть сумму этих двух путей S1 и S2. Да, это весь путь, который пробежал. А разница есть путь от станции до дома. И дальше, соответственно, легко находятся времена соответствующие и расстояния. И видно, что вообще говоря, разница там равно расстоянию от станции до дома, разница между двумя путями, и она соответствует 1,2 километра. А полный путь, который пробежал шарик в одну сторону 2,4, обратно 1,2, то есть сумма там 3,6, насколько я помню, десятых получается. Тут тоже критерии четко его видны, интересно. То есть именно за то, что кто-то, далеко не все вот это вот определили, единицу то это определили, что, оказывается, можно сразу определить разницу между этими двумя слагаемыми. 1,2 километра. Вот. Дальше указано, что все время туда и плюс время обратно, то есть это то время, которое прошел дядя Федор. Да, и дальше, соответственно, и найдены времена и пути. Ну, хотя можно было, как говорю, составить 7 уровней, тоже решить нетрудно. Третья задачка связана с это называлось усреднение.
То есть на рисунке переданы график зависимости от времени и координат двух машин, ехавших по одной прямой. И надо определить среднюю путевую скорость второй машины за 10 минут движения точки наблюдения, находящейся в первой. И при этом также спрашивается, в какие моменты времени движения, кроме, конечно, средняя скорость второй машины относительно первой, также равна v1,0, это же самый средний путевой, и какому максимальному значению достигла средняя путевая скорость машины в процессе движения. И задача, на самом деле, аналитически в основном решали, мало кто вот такой вот график интересный построил, да, от его зависимости пути во времени для второй машины относительно первой. Хотя, исходя из этого графика, можно, в принципе, было решить, найти все необходимые значения, все моменты времени, то есть в том числе, когда вот средняя скорость равняется средней скорости на всем пути, вот он, точка пересечения, вот, и максимальная скорость, вот она получается, второй график. Я увеличу, чтобы виднее, соответственно. Вот эти. Анализ двух графиков наиболее наглядно его позволяет найти все необходимые величины и по отношению расстояния на время найти нужные средние скорости. То есть совсем просто, чисто графически решалась задача. Аналитическим решением кто-то вот эти точки, по сути, аналогичные по этим точкам, аналитически пытался решить. Вот, кому-то, в принципе, удалось найти все необходимые величины, но не графически, а аналитически. Вот. Но при этом, вот, кто построил график, да, уже за график давалось 3 балла. Да, относительно путевая скорость за 10 минут 2 балла, да, за средняя скорость второй машины относительно первой v1,0 2 балла. График пути второй машины или аналитически показывает, что максимальная скорость достигнута через 4 минуты 2 балла и максимальное значение путевой скорости 1 балл. И четвертая задачка, это кубический коктейль. Да, очень интересная. Хотя вот там интересно, вот многие из этих задачек, они по сути задачки-то, может быть, кроме первой, больше математические. Да, можно встретить в олимпиадных задачах по математике подобные задачи, для вот младших, может быть, классов, иногда и для старших классов, это, соответственно, кубическая терика, да, в стакан доверху наполненной жидкости. Обратите внимание, требование доверху наполненной жидкости. Не все обратили внимание на этот пункт. И когда при расчете средней плотности не учитывали тот факт, что когда мы опускаем кубик, вода выливается, и мы ее уже не учитываем. Причем сказано еще второй момент — погрузить кубик. Да, кубики погружают. Первый кубик погружается, находится средняя плотность, второй кубик погружается, находится средняя плотность. И спрашивается, какая будет плотность, если оба кубика погрузить. При этом еще добавим, что внутри объем стакана в 5 раз больше объема кубика. То есть, обратите внимание, да, когда мы погружаем полностью кубик, вода выливается, мы ее уже не учитываем для определения средней плотности. К сожалению, все это учли. Хотя, если это учесть, в принципе, задача математически легко решается. То есть 3 уравнения для 3 средних плотностей, да, легко записывается, и дальше, в принципе, находится нужная плотность ρ3. Хотя те, кто решили и нашли вот эту величину, в принципе, получили максимум 10 баллов, потому что, в принципе, без, для найти ρ3 надо все 3 уравнения как раз записать. Эта задача меньше всего затруднений, в принципе, вышла нашла у учащихся. Если есть вопросы, прошу писать в чате. Пока я вопросов не вижу, к сожалению. Так, теперь, соответственно, с 7 классом все, 8 класс. Первая задачка аналогична той, что была у 7 класса. Но при этом, обратите внимание, небольшое отличие. То есть у шарика его скорость вперед 12 км в час, а назад 8 км в час. То есть вперед он бегал со скоростью 12 км в час, назад он бегал со скоростью 8 км в час. Но при этом также спрашивается, какой путь
больше S1 или S2, это его и определить надо S1 и S2. А значит, похоже, но с той разницей, что вперед-назад он бегал с разными скоростями. Но разница S1 минус S2 одна и та же. Это первый участок. И вот пример покажем, как графически видно. Да, задача решается аналогично, да, но с учетом того, что скорости разные. Вперед и назад. И поэтому, соответственно, ответы для суммарной S1 и S2 получаются немножко другие. Критерии, в принципе, аналогичны тому, как были у 7 класса. Следующая, вторая задачка. Да, это качаем пресс. То есть на полозьях, которые могут сходить по гладкому полу, установлен гидравлический пресс, заполненный несжимаемым маслом. Вот в картинке видно. Шток поршня большего диаметра прикреплен к стене. При движении поршня между ним и стенкой пресса возникает сила трения. Одинаковая для обоих поршней. Чтобы сдвинуть пресс с места, меньше поршня необходимо приложить силу не меньшую, чем F1. А надо определить теперь силу F2, если площадь поршней отличается в 4 раза. И при этом какую минимальную горизонтальную силу F2 необходимо приложить поршень большего диаметра, чтобы отодвинуть пресс от стены. Чтобы установить, если установить его так, чтобы шток меньшего поршня был прикреплен к стене. Ну, рисунки видны. И в какую сторону в этом случае должна быть направлена сила F2. Задачка интересная. Да, то есть, если мы обозначим поршни 1S, другой 4S, да, то для сохранения объема масла при движении поршня к стенке пресс должен двигаться от стены. А это возможно только в одном случае. Да, если это его условия начала движения, при этом малого поршня получается вот так. То есть, и откуда получается как раз та сила F, которая необходима, 300 ньютон. Причем влияние атмосферного давления здесь не принципиально. При желании можно заменить формулу P1 на разность давлений, понятно, между P1 и давлением атмосферы, но она из той и другой, поэтому это не принципиально. Во втором случае, чтобы пресс двинулся больше поршень для сохранения объема, тоже должен двигаться от стены, ну, медленнее, чем сам пресс. То есть, таким образом, обе силы трения, действующие на пресс, направлены к стене. И уже без учета атмосферного трудно объяснить движение пресса вправо. А давление масла P2 внутри пресса меньше атмосферного. И также условия равномерно с учетом атмосферного, вот оно, H2, и условия равновесия большего поршня тоже фиксируются. И откуда получаем F2, так же как и F1, 500 ньютон. Хотя вроде бы мы взяли другую сторону, стали двигать. Ну, другой поршень, соответственно. Ну, ничего принципиально, оказывается, не изменилось. Что на самом деле неудивительно. Ну и среди критериев, соответственно, записано отношение 1, вот это, либо его аналог 2 балла. Второе отношение, либо его аналог 2 балла. Найдена сила трения соответствующая, 1 балл. Да, записано отношение 3, опять же, или аналогично, и 4 его аналогично. И найдена сила F2. Да, указано, пройдем за направление силы F2, 1 балл. При этом за отсутствие ссылки на необходимость внешнего давления P с ноликом баллы не снимались. Хотя без него трудно объяснить. Третья задача — пластичность, то есть цилиндрический столбик из пластилина высотой H, вот, и площадью основания S плотно прилепили к гладкому дну сосуда, в котором налили жидкость плотностью росноликом доверха столбика. Вот он, это первый рисунок. Вода под столбик пластилина не подтекает при этом, не изменяя площади контакта пластилина с дном и не отделяя его от дна, столбик превратили в цилиндр высотой H маленькой, вот. Стоящий на очень короткое наше определение, в какую сторону направлена и чему равна результирующая сила, действующая со стороны жидкости на деформированный пластилин. Все давление P с нольком. То есть такая получается специфичная сила Архимеда. То есть после деформации, обратите внимание, объем цилиндра пластилина не изменился. Следовательно, можно найти соотношение, соответственно,
ну, как связано h большое, h маленькое, с площадями соответствующими, с учетом площади верхней грани нового цилиндра. Горизонтальная составляющая сил, дальнейшие действующие на столбе, компенсируют друг друга, поэтому на дифферентный пластилин стороны жидкости в вертикальном направлении действует сила, обусловленная равенством давлений на разных глубинах. Ну и вот она получается минус P с ноликом на S. Можно по-другому решить задачу, да, определить силу Архимеда, действующую на шайбу площадью S минус S, и сила давления жидкости с сечением S равна соответствующим образом. Так, сейчас. И результат будет, на самом деле, его после небольших результирующих сил тоже практически аналогично по величине, просто в другую сторону. Наличие атмосферного давления получается увеличить обе силы на одну и ту же величину и не изменит результат. Все равно после деформации последнего результирующих сил вообще не изменится. Критерии, да, записано условие постоянства объема пластилина. Упомянута компенсация горизонтальной составляющих сил. Правильно записана сила давления сверху и правильно записана сила давления жидкости, указано равенство нулю результирующей силы и учтено атмосферное давление. Или аргументированно указано это его учета. При этом, во внимание, задачу можно решить в общем виде, то есть когда искомая сила есть равенство между силой Архимеда и на полностью погруженное тело, водой тело, полностью погруженное водой тело и сила давления жидкости на площадку S маленькая, вот эту, которую прилепили. Поскольку в обоих случаях пятно контакта с дном и объемом пластилина не изменялось, то результирующая сила не должна измениться. И кто рассуждал подобным образом, тоже заслужил полный балл. Даже как и вот, кстати, вот в этом более коротком решении, тут аналогично можно 10 баллов получали, соответственно. И четвертая задачка. Так, это нелинейное плавление. В калориметре со встроенным нагревателем расплавили некоторые вещество. На рисунке приведены графики зависимости мощности нагревателя от времени тау, от А и Б. От времени тау его работы и температуры Т, соответственно, вещества от переданного количества теплоты Q. Найти отношение теплоемкости вещества в твердом и жидком состоянии. Определить, сколько времени длился процесс плавления, считая известное время Т с ноликом. И построить график зависимости температуры вещества от времени, указав в нее величину Т, тау и Т в характерных точках. Внимание, да, в момент времени 2 тау с ноликом у нас мощность перестала изменяться, а до тау с ноликом она росла линейно. И теперь, соответственно, теплоемкость по определению есть отношение теплоты переданного телу к температуре, изменению температуры. И тогда с помощью графика можно найти для твердой, для жидкой фазы соответствующей теплоемкости. Как видно, они в 2 раза отличаются. Ну, после того, как понятно график. Ну даже график тут не нужен, тут теплоемкости видны и так из вот этого, вот отсюда. То есть температура и теплота, да, вот она. Вот это получается твердая фаза, а вот этот участок увеличу. Ну, соответственно, когда температура менялась, вот твердая фаза, вот жидкая фаза. Между ними участок соответствует, вообще говоря, процессу плавления. То есть за время работы дальше нагревания 3 тау с ноликом выделилось 4 Q с ноликом. И площадь по графикам первым соответствует выделившемуся количеству теплоты. Таким образом, можно найти отношение N с ноликом на тау с ноликом к Q с ноликом. Дальше вещество нагреется до точки плавления за время, соответственно, корень из 2 тау. При этом мощь нагревателя возрастет до корень из 2 N с ноликом. Для плавления вещества потребуется количество вещества, количество теплоты 2 Q с ноликом, что видно из того графика. И на это потребуется соответствующее время.
при необходимости можно вот график тоже строить, хотя он, сколько я помню, посмотрим. Да, и надо построить график в зависимости от температуры вещества от времени, указав в нем величины тау и т в характерных точках. Вот они, соответственно, вот он график построен. То есть это просто соотнести надо было. И дальше найдена теплоемкость твердой и жидкой фазы, отношение теплоемкости, связь и время нагрева следующей половины и время плавления вещества. То есть это 10 баллов. Отдельно за график, как видите, балл не ставился. Теперь переходим в 9 класс. Тут в этом плане удобнее немножко критерии приведены, потому что вначале задача, потом сразу ее решение. То есть не придется нам с вами переходить. Задача первая называется до остановки. То есть две частицы движутся вдоль некой оси, и в зависимости от ускорения АХ от времени оказались одинаковыми. Вот он приведено, соответственно. За время наблюдения проекции скорости для каждой частицы ровно один раз обращались в ноль, а пройденные ими пути отличались на дельта S 16 см. Определите пути S1 и S2 пройденными частицей время тау их движения. То есть понятно, для начала удобнее построить графики скоростей. Поскольку это ускорение, вот скорости можно легко построить. То есть изменение скорости от времени. И видно, что единственная остановка, то есть равно нулю наблюдения, будет, если сместить график на соответствующую величину. Плюс-минус от S0. То есть либо вверх, либо вниз, понятно. И тогда понятно, что для одной частицы у нас ось времени будет пересекать здесь, проходить сверху, да, для другой снизу. И тогда, соответственно, для одной путь будет площадь вот под этим графиком, ну и над этим графиком, а для другой вот под этим же самым графиком. То есть это площади вот этих двух графика, по площади в одном случае над графиком, в другом случае под графиком, будут соответствовать путям S1 и S2 искомым. И откуда разница между путями, соответственно, легко находится. И время S0 и все время движения также определяется. То есть либо так, соответственно, видно. Если вы либо там, да, по баллу за каждый случай, всего 2 балла. Если определены вот эти моменты остановки, 2 балла, получено выражение для S1 и S2, через А и Т с ноликами или тау, 2 балла за каждый путь, получено выражение дельта S, через них найдено время движения, найдено на пути S1, S2. Ну, нагляднее всего, именно поскольку данный график решает задачу было в графическом виде. Следующая задачка, вторая, называется на морозиле. То есть на весах установлен калориметр с водой при температуре Т равная 0 градусов Цельсия. То есть температура плавления воды, льда, соответственно, либо кристаллизации воды. Весы показывают при этом таких 100 грамм. Дальше в воду опускаю стальной шарик, закрепленный на нити, с намерзшим на нем толстым слоем льда, который полностью погружен в воду. Показание весов увеличивается до значения М2 201,3 грамм. После установления теплового равновесия в калориметре на этом этапе теплообмена с окружающей можно пренебречь. Показания весов немного возрастают до 204,45 грамм. Через большой промежуток времени, когда достижимый калориметр нагрелась до комнатной температуры, весы показали М4 уже, третью массу, неожиданно. Определите массу стального шарика, массу льда на нем перед опусканием в калориметр, их температуру перед погружением в воду, удельную теплоемкость стали, удельную теплоемкость льда дана, соответственно, видите, удельную теплоплавление, плотность стали, плотность льда и воды.
показания весов, теперь обратите внимание, при погружении тела на нить увеличится за счет силы Архимеда. Потому что, как известно, действие вызывает равное противодействие. То есть какой силой вода выталкивает вот этот опущенный лед с шариком, с такой же силой лед с шариком действует на воду. Поэтому сразу после опускания, естественно, масса увеличивается за счет этого. За счет объема вот этой опущенной части. Ну, умножено, естественно, на плотность воды. Дальше. После установления теплового равновесия показание весов увеличилось из дополнительно намерзшего льда еще массой. То есть лед еще стал намерзать из воды. И при этом в сосуде устанавливается температура 0. И с учетом уровня теплового баланса можно определить, сколько как раз льда намерзло. С учетом того, что показание весов при этом увеличивается, мы можем записать разницу между массами и связать ее с массой намерзшего льда. А после того, как весь лед растает, показания весов P2 по сравнению с P1 уменьшаются из-за уменьшения силы Архимеда. Потому что его объем-то уменьшился, да, соответственно, тот, который необходим, это все осталось, только объем шарика остального. Он уже, естественно, не тает. И поэтому, соответственно, другие показания получились. Из этого уравнения можно определить начальную массу льда, который был намерзший. Дальше из первого уравнения, вот оно, можно найти массу стального шарика, да, с учетом того, что мы нашли массу льда. И из третьего уравнения для разницы масс М3 и М2 можно найти массу дополнительного намерзшего льда. И, наконец, из второго уравнения теплового баланса можно найти начальную температуру льда и шарика. То есть она была минус 49,9 градуса Цельсия. При этом при подстановке численного ответа в условия плавления получается, что лед с шариком всплывает. На самом деле. Но на малую часть объема, что практически не влияет на численный ответ. Почему всплывает? Потому что средняя плотность оказывается чуть-чуть меньше плотности. Ну, средняя плотность льда и шарика оказывается чуть-чуть меньше плотности воды. Но это не влияет на численный ответ, как уже было указано. И вот, соответственно, критерии приведены. То есть выражение для показания весов при погружении тела на нити 2 балла, уровень теплового баланса 1 балл, выражение для показания весов после намерзания льда 2 балла, записано выражение для показания весов после таяния льда 2 балла, найдена масса льда, шарика и начальная температура льда шариком по 1 баллу. Как там у нас, насколько помню. Оказалось, что выполнял задача довольно-таки трудная для нефизмат-лицея. Следующая задачка, третья, пропавшие приборы. То есть Миша собрал электрическую цепь, состоящую из идеального источника. Вот он, 2 резисторов. Вот они, 2 амперметров и 1 вольтметра. Но вторая пиар забыл расставить на схеме обозначения приборов. Зато точно запомнил, что один из амперметров показывал силу тока 1 мА, а вольтметр 1,2 вольта. Установите обозначение приборов и дайте обоснование, определите показания 2 амперметра, распределение резисторов и напряжение источника. Все приборы можно считать идеальными, соответственно. То есть, ну и прежде чем все надо определить, какой прибор где подключен. Вот они, положение 1, 2, 3. Да, если в положении 1 будет стоять идеальный вольтметр, то цепь будет разомкнута. Если мы сюда поставим идеальный вольтметр, он имеет очень большое сопротивление, то цепь по сути будет разомкнута. Дальше эти 2 амперметра ничего не покажут. Показания обоих амперметров будут нулевыми. Они, поскольку они не нулевые, как хотя бы один не нулевой. Дальше, если, значит, в положении 1 стоит амперметр. Вот здесь. Теперь, если в положении 3 поместить вольтметр, а вот сюда в 2 поставить другой амперметр, то последний закрыть этот участок цепи с вольтметром. И тогда показания вольтметра будут уже нулевыми. Что они, опять же, не удовлетворяют условиям задачи. Значит, правильная схема, вот она приведена. 2 амперметра и 1 вольтметр.
И на этой схеме амперметр, соответственно, включены последовательно. Это означает, что их показания одинаковые. Ну, поскольку вольтметр идеально, он чисто падение напряжения на 2R показывает. Откуда, соответственно, находятся все необходимые величины и напряжение источника. При этом вот это вот правильное обоснование положения вольтметра на схеме, за него, ну, то есть если мы знаем вольтметр, значит знаем, где располагаются амперметры одинаковые. То есть за это уже давали 4 балла. Значит, правильно определены показания второго амперметра, то есть поскольку показано, что амперметры идеальные, они включены последовательно, значит они должны быть идеальны. Дальше правильно рассчитано сопротивление резисторов и напряжение источника. Еще по 2 балла. За это давало, соответственно. Что у нас получается? Ну, кто-то, в принципе, из нефизмат-лицея смог решить эту задачу, повторить. Ну, не до конца, 6 баллов получил. Значит, вот эти 2 пункта определены. Дальше следующая задачка. 4-я, гидростатический черный ящик. То есть имеется прямоугольный сосуд размером 1,1 на 4, вот он. В верхней крышке сосуда есть отверстие. Вот он, в нижней части сосуда вплотную к дну смонтирован миниатюрный датчик давления, вот он. И внутри сосуда может быть расположено произвольное число перегородок и закрытых ими полостей. Каждая перегородка имеет пренебрежимо малый объем и расположена горизонтально или вертикально. Все вертикальные перегородки параллельно одной и той же стенке сосуда. Все вертикальные перегородки параллельно одной и той же стенке сосуда. То есть через верхнее отверстие сосуд медленно заливает, вот оно маленькое отверстие, медленно заливает воду, снимая при этом зависимость показаний датчика давления от объема налитой жидкости. Полученную зависимость представлена вот на графике. Показания датчика давления от объема налитой жидкости. Видите, она такая интересная. Проанализируйте и нарисуйте на данной вам листе возможную схему расположения перегородок в сосуде, соответствующую данному графику. Причем достаточно любой одной схемы, множество возможно. На схеме укажите масштаб и все характерные размеры. Поясните, каким образом вы получили эти размеры, определите характерные особенности положения перегородок. Считайте ускорение свободно понятно 10 метров в секунду, подавить плотность 1000 кг на метр кубический и атмосферное давление 10 пятых паскаля. И, соответственно, дается на отдельном листе график в этом плане распечатан еще был. И не только вот этот, но и уже потом то, что давалось учащимся. И заготовка для схемы, которая сдавалась вместе с работой потом, соответствующими размерами. Это возможное решение. То есть несколько участков, значит, у нас куски нелинейные, что называется. А измеряемое датчиком давления соответствует высоте. Определяется как PS0 плюс ρh, где h высота свободной поверхности воды над датчиком давления. То есть из графика видно, что в конце процесса сосуд оказался заполнен до. То есть если посчитать, там действительно высота определена. То есть и теперь получается у нас несколько участков. Да, и вот примерно на самом деле причина в том, что мы заливаем здесь, да, вначале поднимается, потом, соответственно, вернуться назад, в какой-то момент времени не меняется. То есть есть участки с постоянным, что называется, его величиной давления, даже несмотря на то, что объем увеличился. Это говорит о том, что есть, значит, внутри какие-то вертикальные перегородки, которые, соответственно, не дают заполниться, не дают в воде потом подниматься. То есть вот эта перегородка А для объема А. Ну вот эта перегородка тоже, вот второй участок, также начинает потом постепенно заполняться. И есть перегородка вот такая D, которая обусловливает, объясняет вот этот вот крутой участок.
То есть догадаться, понятно, это его не так очевидно, но в принципе было возможно. Вот. И дальше. Первое, за что ставились баллы, да, давление в высоту. Удобнее было пересчитать, чтобы смотреть. Значит, площадь свободной поверхности воды на разных высотах. Объяснение горизонтальным участкам должно быть дано было. Указано, на высоте 1,5-2 метра отсутствуют перегородки при заполнению всей площади сосуда. Указано, на участок от 0 до 0,5 есть перегородки между частями А и Б. И дальше часть определена объем части А. Участок указано наличие перегородок между Б и С. Также часть Б имеет объем, какой определена, часть С. И наличие полости. Еще 1 балл, соответственно. То есть задача сама по себе интересна, необычна. На самом деле, с такой, ну, похожей даже не встречал в своем опыте. Но тем не менее, полезно. И пятая задача. Тетрагон. Ну, то есть основание стеклянной призмы имеет форму четырехугольника ОАО1D. Вот оно видно. Угол ОАД, АОД, прямой, вот он, 90 градусов. Призма симметрична относительно плоскости, содержащей ОО1, и перпендикулярна основанию. Луч L1, соответственно, нормально падает на грань ОА, и после отражения на гранях D О1 и АО1 выходит через грань ОД также под прямым углом. То есть эти вот заходят и вот выходят как-то. Луч L2, соответственно, падает на грань ОА под углом неким альфа. Вот под углом неким, это его углом альфа, под каким углом бета относительно нормали к ОД он выйдет из призмы. Вот он, L2. И спрашивается бета, под каким углом. Под каким-то углом он выйдет из призмы. Относительно нормали к грани ОД. После отражения опять же на этих двух гранях. Все лучи перпендикулярно к линии призмы лежат в плоскости вот этого четырехугольника. Так, с первого, понятно, надо построить ход лучей. Чтобы L1 вышел перпендикулярно, ход лучей должен быть вот таким. Да, и тогда видны соответствующие углы. Кроме того, треугольник получается BEC прямоугольный, равнобедренный, и значит углы EBC и ECB вот эти вот по 45 градусов. И значит можно определить соответствующие его углы вот эти. И как следствие угол падения отражения. Теперь если построить ход отклоненного луча, он будет несколько отличаться, понятно. Но внутри опять же взаимное пересечение получается. То есть они опять в призме пересекаются под прямым углом. А с учетом вышесказанного и принимая во внимание равенство суммы углов вот этих светлых четырехугольников, можно заключить, что угол, под которым, вот эти серые, угол, под которым преломится L2 на грани ОА равен лучу, под которым он упал на грань ОД. То есть вот этот угол равен вот этому. Ну, точнее, вот этот равен вот этому, значит, вот этот равен вот этому. Потому что здесь 90 градусов. Причем от показателя преломления, как видно, ответ не зависит. Ну и, соответственно, критерий правильно написано преломление нормально падающих лучей, дальше симметричность поведения L1 в призме, применен закон отражения, правильно найдены неизвестные углы в призме, или хотя бы один из них. Показано, что луч
падающий на грани DO1 во втором случае переменял лучу, падающему на ОД. Да, получен, что угол L2 равен углу падения, и сделан вывод о том, что угол, под которым луч выйдет из грани, равен углу, под которым он падал. То есть, если задача решалась альтернативным способом при этом, например, через пошаговое построение хода лучей, то следует придерживаться следующего правила, что полностью правильное решение с выводом равенства бета равно альфа 10 баллов, а расстояние хода лучей с правильным прохождением гамма 5 баллов. Ну, соответственно, если не решался вот так, да, решалось немножко по-другому, то учитывали, что если все, вывод полный сделан 10 баллов, если только половина задачи, то 5 баллов. Следующий 10 класс. Первая задачка. Воднолыжник, то есть катер идет посредине прямого длинного канала фиксированной ширины с постоянной скоростью v, на котором на натянутом все время тросе длиной L курсирует от одного берега канала до другого воднолыжник. Вот, я думаю, многие видели такую вещь хотя бы по телевизору. В момент времени, когда расстояние между лыжником и правым берегом увеличилось, со скоростью v трос составляет с направлением угол альфа с ноликом. И в этот момент спортсмен у нас оторвался от воды. Пренебрегая вертикальной составляющей скорости, найдите модуль скорости у с ноликом спортсмена в этот момент. И какова в этот момент сила натяжения троса, если масса спортсмена m. Начнем в качестве рисования пока на вид сверху. В некоторый момент движения лыжника. Нам надо принимать не сверху, а вот немножко сбоку. Вот. Поэтому скорость спортсмена необходимо, видите, разложить вдоль относительно берега на две составляющие, перпендикулярно берегу и вдоль берега. И вот два случая. Вот так может быть, и может быть вот так. Так как расстояние от спортсмена до точки катера, в которой период не меняется, то проекции скоростей воднолыжника и катера на линию, проходящую через должны быть одинаковыми. В первом случае, когда спортсмен находился между правым берегом и катером, получается такое выражение. И у штрих, соответственно, будет v минус u тангенс альфа с ноликом. Во втором случае, когда спортсмен находился между катером и левым берегом, получается аналогичное выражение, только с плюсом. При этом модуль скорости спортсмена относительно берега у с нуликом, тем не менее, может быть найден. Ну а так как относительно катера воднолыжник движется по конусу радиуса L, то сила натяжения троса может быть найдена, и окончательно она, обратите внимание, не зависит от выбора случая. Первый или второй. И, соответственно, критерий. Записано уравнение кинематической связи между скоростью спортсмена и скоростью катера или заменяющего соотношения между скоростями. Получено выражение продольной составляющей скорости, получено выражение продольной составляющей скорости спортсмена относительно, то есть эти относительно берега между правым берегом и между левым берегом. То есть учтены оба случая, за каждый случай по баллу, как видите, дается. Дальше получен ответ на первый вопрос для обоих случаев 1 балл. И из решения видно, что сила натяжения определяет скорость спортсмена относительно катера 2 балла, выражение для скорости спортсмена относительно катера 2 балла и выражение для силы натяжения троса 1 балл. Дальше следующий. Скажите. Шайбу, то есть шайба летит в сторону движущейся поступательной тяжелой плиты, так что их скорости параллельны. Вектор скорости шайбы составляет 30 градусов с нормальной поверхности плиты, вот нарисовано. Происходит столкновение, дальше векторы скорости шайбы до и после столкновения одинаковые по модулю и перпендикулярны друг другу, вот на рисунке видно. Кроме того, они лежат в одной плоскости с вектором скорости плиты. И определите минимальное и максимальное значение коэффициента трения μ, при котором возможно такое столкновение.
То есть причина того, что шайба у нас определенным образом отклоняется, она как раз обусловлена силой трения. Поэтому свяжем импульсы шайбы до и после удара. Да, то есть P, дельта P. И видно, что вектор дельта P образуется вертикалью, осью OY, угол 15 градусов. Вот потому что. Сейчас, вот дельта P. Ну, потому что импульс до, вот импульс после. Между ними вот он угол с осью Y 15 градусов. Если после столкновения шайбы с плитой проекция скорости шайбы на ось Y меньше проекция скорости плиты на эту же ось, то означает, что в течение всего времени столкновения шайба скользила по плите. То есть и можно определить соответствующую силу трения. И в таком случае отношение изменения импульсов равно отношению силы трения к силе реакции опоры, потому что изменение вертикальное изменение импульса обусловлено, соответственно, силой реакции опоры, а горизонтальное изменение импульса обусловлено, другими словами, вертикально обусловлено силой реакции опоры, горизонтально обусловлено силой трения. И поэтому можно найти соответствующий коэффициент трения, потому что скорость изменения импульса можно связать как скоростями изменения импульса, а те связаны, соответственно, согласно второму закону Ньютона с силами трения и силой реакции опоры. И откуда мю, естественно, найти. Если же после столкновения шайбы с плитой проекция скорости шайбы на ось Ux равняется с проекцией скорости плиты на эту, то коэффициент трения мю может быть любым большим 0,27 на самом деле. И дальше, соответственно, критерии. То есть отмечено или явно использовано при решении, что изменение проекции скорости происходит из-за действия сил нормальной реакции и силы трения. 1 балл. Явно указано, что в зависимости от проекции от μ x проекции скорости после столкновения меньше y, x проекции скорости плиты, либо равна ей. Да, получено при явном использовании второго закона Ньютона изменение проекции импульса шарика соотношение дельта P x на дельта P y для первого случая. Найден угол альфа, да, который соответствует как раз минимальному значению. И отмечено, что при всех μ больше μ минимально проскальзывание исчезает до момента прекращения контакта плиты и шайбы. X проекция скорость шайбы и плиты сравнивается, угол отскока не зависит от μ. И указано, что во втором случае значение μ может быть сколь угодно велико. Что здесь указано, потому что здесь это указано крайний, что называется, случай. Следующая задачка. Третья, 9 резисторов. Вот, электрическая цепь состоит из 9 резисторов. Да, идеального вольтметра, вот он указан. Сопротивление трех резисторов RX, RY, RZ, RX, RY, RZ неизвестно. Сопротивление же остальных R1, R2, R3. R1, вот они одинаковые. R2, вот и вот R3. Равно, соответственно, 1, 2 и 3 килоома. При подключении к точкам А и Б из точки с постоянным напряжением 10 вольт вольтметр показывает 4 вольта, а при подключении к точкам А и С он показывает 5 вольт. И надо определить значение RX, RY, RZ и значение силы тока через датчик при подключении его к точкам А и Б и к точкам А и С. Ну и вот, соответственно, варианты. Схему можно нарисовать в виде схемы на левом рисунке. Вот она. Здесь определение РБЦ, определение участка схемы БЦ, который может быть преобразован вот таким образом. То есть сбалансированную осью, независимо от РЗ с определением РБЦ. То есть и на самом деле РЗ может быть любым, если внимательно присмотреться, поскольку мост балансирован. То есть через РЗ ток не течет. Показание вольтметра при подключении к АБ тогда, соответственно, может быть следующим образом определено. Откуда RX получается 3 кОм. Аналогично при подключении к АС можно определить RY.
Да, и силы токов, соответственно, уже определить можно без труда. RZ, обратите внимание, еще раз, ответ получается RX, RY и RZ любое. То есть, и поэтому первые 2 балла ставятся как раз на фиксацию того, что RZ у нас произвольная, так как там сбалансированный мостик. Дальше RBC, соответственно, найдено как следствие сопротивления, найдено RX, RY из 2 подключений и силы тока. Соответственно, разбаловка видна. Задача, смотрю, как год от года электродинамика вообще говоря оказалась довольно-таки трудной. Дальше на планете R19. В далеком космосе астронавты исследовали атмосферу планеты R19. Казалось, что она очень похожа на атмосферу Земли, а именно состоит из идеального газа с малярной массой 28 грамм на моль, имеет схожую зависимость температуры от высоты. Рисунок, соответственно. А также и даже ускорение свободного падения 9,9 метров в секунду в квадрате. Однако атмосферное давление на уровне моря отличается от земного. Оно равно 500 килопаскаль. И определить по этим данным, пренебрегая изменениями G с высотой давления P1 и плотность родин на высоте 1 километр, это универсальное газовое состояние, напоминает 3,31, здесь напомню. 8,31. Ну и, возможно, решение, соответственно, требуется на высоте, обратите внимание, 1 километр. Замечено на участке от 0 до 2 километров, в зависимости от температуры от высоты линейная. И убывается его с коэффициентом альфа 3,33 Кельвин на километр. Тогда можно его получить зависимость давления от высоты. То есть при малом изменении дельта H изменение давления тоже будет его вот таким. Покажу в виде. Вот. То есть с учетом линейности с высотой, соответственно, давление и плотность линейна также. Тогда связь между относительным изменением давления и относительным изменением температуры дельта P на P, да, СК дельта T на T, где К примерно равно единице с учетом коэффициента. Означает, что давление также линейно бывает с высотой. Именно на этом участке. От 0 до 2 километров. Понятно, что больше потом там немножко другая зависимость получается. Но нас интересует высота 1 километр, поэтому это проще. И плотность атмосферы получается постоянно на этом участке. Да. И давление на высоте 1 километр с учетом линейного бывания 442 килопаскаля. Ну и дальше критерии, понятно, показано, что и найдено, соответственно, дельта T на дельта H, что оно линейно записано выражение, связывающее дельта P и дельта H, записано выражение плотности, получено выражение связи между относительными изменениями давления и температуры при малом изменении высоты. Ну, вычислено, что К примерно единица 1 балл, сделан вывод о давлении линейно бывает с высотой 1 балл, сделан вывод, что плотность атмосферы постоянно от 0 до 2 километров, вычислена плотность от его атмосферы и давление на высоте 1 километр. И вот разбаловка видна. И пятая задачка в 10 классе. Бусинка на кольце, то есть на тонкой проволочной кольцо радиусом R свободно надета бусинка. Кольцо неподвижное, расположено горизонтально в поле тяжести. Коэффициент трения скольжения между бусинкой и кольцом равен μ. В начальный момент времени бусинка движется со скоростью v с ноликом. Требуется найти модуль силы трения, действующей на бусинку в начальный момент времени, модуль полного ускорения бусинки в тот же момент и выражение, позволяющее с погрешностью не более 2%, найти путь бусинки за время, в течение которого ее скорость уменьшится на 1%. Вот, и по порядку, если посмотреть, ну, сила реакции опоры, она у нас состоит из двух составляющих. Одна сила реакции опоры вертикальна, другая горизонтальна. Ну, соответственно, вертикально обусловлена сила тяжести, горизонтально обусловлена движением по окружности, так как она приводит к появлению центросемейного ускорения.
Сразу после начала движения модуль силы трения, соответственно, можно найти с учетом этих двух фактов. Ну, дальше полное ускорение бусинки состоит из двух составляющих, опять же, горизонтальной, точнее, двух горизонтальных теперь составляющих. Одно ускорение нормальное, другое ускорение обусловлено силой трения. То есть так называемая нормальная и тангенциальная составляющая ускорения. В школе обычно не проходится разложение, далеко не, поэтому и задача вызвала определенные трудности. Хотя кто-то, в принципе, догадался, если я понял. Сразу после начала движения можно найти модуль полного ускорения. Да, точность будет обеспечена при использовании приближенных формул. Да, в школе, к сожалению, математики редко рассматриваются приближенные формулы, но тем не менее. Вот пример как бы вот этой самой приближенной формулы. И критерии, соответственно, выражение для вертикальной составляющей тела, выражение для горизонтальной составляющей, выражение для силы трения. Сюда это давалось вот за эту первую часть, и для вот эту первую кусочек 3 балла на самом деле давалось. Дальше, соответственно, полное ускорение 1 балл, нормальное составляющее ускорение, хотя совсем просто, но тем не менее давалось 1 балл. Выражение для тангенциальной составляющей ускорения не столь очевидно, как вертикально брать, как нормальное, но тоже 1 балл. Записана приближенная формула, за это давалось 2 балла, по 1 баллу, потому что за каждую формулу, и получен ответ для дельта S и конечное выражение для дельта S по 1 баллу. То есть вот в таком и в таком виде. Все, 10 класс у нас все, и, соответственно, 11 класс. Первая задачка называется испытание автомобиля. То есть плоский горизонтальный полигон для испытания гоночных автомобилей имеет 2 участка с разным покрытием. Вот они видно мю и 2 мю. По условиям испытания автомобиль должен проехать по прямой расстояние L от линии старта до линии границы между участками. В одном направлении стартуя с нулевой начальной скоростью. После пересечения границы автомобиль должен остановиться. Коэффициент 3 на первом участке мю, на втором 2 мю. За какое минимальное время автомобиль может выполнить это испытание старта до полной остановки? И какая при этом будет скорость V0 автомобиля при пересечении им границы участков? Нарисуйте зависимость скорости автомобиля от времени, соответствующего вашему решению, и отметьте на нем момент прохождения автомобиля в линии границы. Автомобиль полноприводный, с неограниченной мощностью двигателя, размером машины, подсветной с L пренебречь. То есть очень интересная в этом плане задача. Один из, вообще говоря, вариантов подобной задачи, когда решается задача, объясняется очень часто таким образом, иногда преломление света на подобных задачах. И, соответственно, возможное решение, то есть если участок длиной L проехать максимально быстро, с максимальным ускорением, потому что ускорение, обратите внимание, его условно сила трения, да, может быть, то скорость на линии границы будет, соответственно, вот такая. А время разгона следующее. При этом минимально возможное время торможения за линией границы тоже может быть определено с учетом силы трения. И общее время испытания вот так связано. Если пересекать теперь линию границы со скоростью v с ноликом меньше, чем v1, то увеличивается время достижения этой линии, но сократится время торможения за ней. И вопросы конкуренции между СМИ и времени требуют дополнительного изучения. Ну и вот пусть на границе скорость v с ноликом меньше, чем v1, которая достигается за минимально возможное время t с ноликом при следующем характере движения. То есть разгон с максимальным положительным ускорением до v2 больше, чем v с ноликом, при котором оставшемся пути хватит, чтобы сбросить эту скорость до заданной v с ноликом. При максимальном возможном отрицательном ускорении. Данное движение вот, графически, если посмотреть, вот там разные варианты, как раз они и рассмотрены. То есть первый участок соответствует разгону с максимальным ускорением μg,
Второй участок соответствует заблаговременному торможению с максимальным ускорением от скорости v с ноликом до v, от v2 до v с ноликом на границе. И третий торможение за линией границы с ускорением уже другим до полной остановки в момент. Видно, как бы варианты разные, как можно двигаться. То есть можно зайти с помощью рисунка зависимости t с ноликом от v с ноликом. Ну и в итоге в конечном ситуации требуется исходное время торможения за линией финиш и минимум данного выражения. Варьирую его по v с ноликом. То есть задача не очевидная для 11-классников вообще. Потому что это, как видите, громоздкое решение данной задачи, и поэтому оно и вызвало прям трудности, хотя с виду простое условие, но не очевидное решение. И, соответственно, критерии, то есть график зависит от скорости от времени, позволяющий обосновать алгоритм движения автомобиля. То есть достаточно присутствия на графике точек О, А, Б, С, вот они, О, А, Б, С. Предложен алгоритм движения на участке длиной L, обеспечивающий минимальное время его прохождения при заданной скорости v с ноликом на границе 2 балла, получит зависимость минимального времени прохождения участка длиной на заданной скорости. То есть правильно записано кинематическое отношение 1 балл и результат в виде функции t с ноликом от v с ноликом 1 балл. Дальше выражение для полного времени испытания как функции скорости на линии границы. Анализ получен выражение на минимум, ответ для минимального времени испытания и ответ для скорости на линии границы, при котором реализуется минимальное время испытания. Следующая задачка, вторая, кубическая планета. На планете в форме куба из однородного материала вдоль большой диагонали высверлили узкий прямой гладкий канал. Если маленький шарик от пути без начальной скорости точки А вершины, его скорость в момент прохождения центра куба будет равна v1. Какой минимальной скорости v2 нужно сообщить шарика при запуске в космос из точки А, чтобы он не мог покинуть поле тяготения планеты. Чтобы он мог, точнее, прошу прощения, покинуть поле тяготения планеты. Атмосферы у планеты нет. Ну и возможное решение. То есть исходный код можно составить из 8 кубиков серебром вдвое меньшего размера. И по аналогии с электростатикой можно ввести гравитационный потенциал, на самом деле, который в вершине любого оторванного куба будет прямо пропорционально его массе и обратно пропорционально линейным размерам с одним и тем же коэффициентом пропорциональности. Пусть длина ребра и масса малого кубика равны, соответственно, b и m, а гравитационный потенциал в центре равен v с ноликом. Тогда, соответственно, можно определить этот самый потенциал, чему он равен, тк некий размерный коэффициент, определяемый обусловленной формой, на самом деле, нашего любого объекта, для которого мы подобный гравитационный потенциал вводим. Ро, соответственно, плотность планеты. Причем здесь мы учли, что энергия гравитационного взаимодействия отрицательна. Что, вообще говоря, иногда для школьников не очевидно, но если учесть аналогичный факт для электростатического поля, то становится понятно почему. Если за нулевой уровень принять энергию на бесконечности. Потенциал в центре большого куба есть суперпозиция 4 этих потенциалов, а в вершине тоже есть суперпозиция 4 потенциалов, но уже понятно другая немножко. То есть они, видите, отличаются. И тогда из закона хранения энергии следует вот одни уравнения, и вот в итоге из этих уравнений следует, чему равна скорость. Ради внимания слева приведен пример для, по сути, что называется, вторая космическая скорость, та, которая, соответственно, если бы тело было шаром, называется. И вот критерии, это уже скорректированные, соответственно, прислали, поэтому, к сожалению, только сейчас увидел. Ну вот идея разбиения на 8. Установить связь потенциала в центре куба с потенциалом в вершине кубика вдвое меньшего по размеру. Доказано, что при увеличении размера куба в 2 раза при сохранении плотности потенциала его вершине увеличится в 4 раза. Записана система уравнений и закон сохранения энергии для скоростей потенциала и основан получен ответ для скорости в вершине куба.
Внимание, с кубической планеты улететь легче. Да? Для нее вторая космическая скорость равна, оказывается, скорости в центре кубика. Третья задача. Сосуд с поршнем. Теплоизолированный цилиндрический сосуд разделен на две части, не проводящим тепло поршнем, который может перемещаться без трения. В начальный момент в левой и правой части сосуда находится по одному молю гелия. При одинаковой температуре в левую часть сосуда теперь подвели тепло с помощью нагревателя, вот он нарисован. И при этом температура гелия в ней увеличилась на малую величину дельта-Т. Определите изменение температуры дельта-Т2 в правой части сосуда и количество теплоты, переданное нагревателем. Но при этом, обратите внимание, поршень не проводит тепло. То есть изменение температуры обусловлено только движением поршня. Ну и понятно, через уравнение Менделеева-Клапейрона задача решается. Причем здесь еще, что давление в левой и правой части всегда при равномерном процессе одинаково, суммарный объем частей не изменяется. Вот поэтому плюс-минус соответствующее приводится. И давление P1 и там, и там. Ну и можно составить пропорцию из уравнений для конечного состояния. И при раскрытии скобок мы пренебрегаем при этом малой величиной второго порядка дельта В на дельта Т, то есть только линейную составляющую. И тогда дальше уже учитываем первое начало термодинамики для процесса в цилиндре. Да, при этом учтено, что процесс в правой части сосуда адиабатный, а суммарная работа в системе равна нулю. И для малых изменений объема и давления работы можно также представить в виде P0 на дельта V, что и вместе с условием, что дает нам вместе с условием на адиабатный процесс. И поставляя следующее уравнение, можно получить Q как в конечном работу и Q как 15/8 R дельта T. При этом критерии оценивания, за что давались баллы, соответственно, записано уравнение для начального количества состояний 1 балл, уровень состояния учтено равенство давления, связь не объемов 1 балл, получено выражение 1. Точнее, в разных вариантах можно написать. Если в процессе получения выражения малой величины второго порядка не применяется, все равно ставится полный балл. То есть это просто авторское решение, в принципе, вы могли глубже решить, что называется, эту задачу. Дальше записано, выражение для первого начала термодинамики в процессах. Причем вместо двух выражений может быть записан только один закон для системы в целом. Это не являлось ошибкой. И записано выражение для работы, потому что работу одного и второго газа друг друга компенсируют. Это с этим связано. Записано выражение для работы при малом изменении объема и давления. Получена соответствующая связь дельта V и дельта T, определено изменение температуры и окончательное выражение для Q. Четвертая задачка. Ice на вертикальный цилиндрический сосуд с водой, равномерно вращаясь вокруг своей оси с периодом T0 быстро охлаждают, так что на поверхности появляется тонкая гладкая ледяная корка. На корку вблизи оси сосуда без начальной скорости помещают маленькую бустью, которая может без трения скользить по поверхности, найдите период ее малых колебаний. То есть первое, что, вообще говоря, надо было догадаться, может быть, или найти, это то, что равновесная форма поверхности воды, превращающейся в сосуды, определяется уравнением вот таким вот параболическим. Форма соответствующей параболе. Дальше потенциальная энергия бусинки на корке следующее определяется, совпадает с потенциальной энергией деформированной пружины. По этой причине, то есть она похожа, ведь получается по этому пружине, если свяжем по аналогии с деформированной пружиной, следующей жесткостью, то период колебаний маятника аналогии с периода колебаний пружинного маятника, и поэтому вот он, соответственно, и определяется. И обратите внимание, она вращается с периодом T с ноликом, и период колебаний этой пружинки совпадет с периодом T с ноликом, в котором вращается наше тело. Интересный факт на самом деле. И первое, за что ставилось 2 балла, это зависимость H от R.
Дальше выражение для связи угловой скорости с периодом. Выражение для потенциальной энергии Бусинкин на корке через R. Выражение для жесткости К, аналогичной колебательной системы. Выражение для периода колебаний и обоснованно получен ответ T равно T0. И пятая задачка. Остановка частицы в магнитном поле. То есть маленькая частица с положительным зарядом Q движется в водородном магнитном поле с индукцией B в вязкой среде. Сила сопротивления среды, действующей на частичку, прямо пропорциональна ее скорости. В начальный момент времени импульс частицы равняется P с нуликами на правом перпендикулярно линиям индукции. Вектор перемещения частицы к моменту, когда скорость частицы впервые оказалась противонаправленной начальной скорости, составляет его угол фей с вектором P с нуликом. Спрашивается, какой путь прошла частица до остановки, чему равен модуль перемещения частицы до остановки, и при этом силой тяжести можно пренебречь. Ну и вот пример возможного решения, вот как получается, что получилось у нас. Вот он угол фи, и вот она как раз, получается, развернулась в обратном направлении. Ну, в силу того, что вязка. Поэтому и называется такие установки частицы в магнитном поле. Но при этом, вот видите, вязка. То есть вот пример выбора соответствующего начала координат. Уровень движения с учетом силы трения. Да, коэффициент B как раз связывает коэффициент B, коэффициент вязкого трения. Ну, эти уравнения для ускорения и для ускорения и скорости. Эти координаты не присутствуют. Но при этом, если некие коэффициенты, да, и для малого интервала времени можно найти соответствующую, как определить ускорение со скоростью. Вот уравнение получается для изменения скорости. И как оно связано с изменением координат частицы в малый промежуток времени. Если просуммировать изменение проекции скорости и координат за определенное время от начала движения, можно получить, чему равно Vx и Vy минус V с ноликом. Потому что вот эти все малые изменения как раз дадут нам полное изменение, суммарное. То есть можно просто сложить. Это аналогично тому, как в вузах занимаются решением дифференциальных уравнений, там интегрируют аналогичным образом. То есть здесь по аналогии сделано, по сути. Смоделирована ситуация интегрирования. В точке С вектор частицы антипараллелен с ноликом, поэтому, видите, Vx у нас 0 получается. И отсюда тогда ky определяется, альфа определяется, и сила Лоренца при этом действует перпендикулярно скорости и модуля частицы. Определяется только сила, по сути, определяется только скорость изменения модуля скорости определяется только силой сопротивления. И поэтому вот нужно так зафиксировать этот факт. Если с дельта S расстояние пройдено за дельта T, и суммируя опять же обе части за определенное время, можно получить как раз чему равен путь. То есть расстояние пройденной частицы от начала движения до момента остановки. А дальше уже связывая соответственно координаты точки его с началом координат, можно определить расстояние от начальной точки до точки остановки. На соответствующие углы. Ну и, соответственно, критерии оценивания. Второй закон Ньютона для проекций на координатной оси. Переход от уравнения пункта 1 к уравнению, указывающему на изменение проекции скорости координатами. Использование уравнения пункта 2 для определения коэффициента альфа. Второй закон Ньютона проекции направления движения. Выражение для связи изменения модуля импульса с полевым расстоянием. Верный результат для S. Уравнение для координат точки и координат точки остановки. Вообще говоря, задачка тоже не очевидная, поскольку, по сути, требует решения так называемых дифференциальных уравнений. В школе этого не проходится. Здесь, по сути, в авторском решении предложена попытка варианта решения. Называется, по сути, если бы ты рассказывал через решение дифференциальных уравнений, понятно, было бы все понятно, очевидно. Здесь это не так очевидно, такой подход. Ну, организаторы, что называется, придумали такие задачи. Далеко не все обязаны все задачи решать все. Какие-то отбор соответствующие. Так и теперь переходим к экспериментальным. Пока я открываю экспериментальные задачи, я жду в чате вопросы, может, есть по теоретическим задачам.
Так, начнем по порядку, начнем. Вопрос не появилось. Ну что ж, тогда продолжим. 7 класс. Первая задача — стержень в шприце. То есть необходимо было определить внутренний диаметр шприца, диаметр стержня, плотность материала, в который изготовлен стержень. При этом важным моментом обратить внимание на перечень оборудования. То есть было дано два шприца, один простой, другой с металлическим стержнем, но известной длины, электронные весы, пластиковый стакан с водой, бумажной салфеткой для поддержания чистоты. В числе оборудования, обратите внимание, не было линейки. И те, кто, вообще говоря, решали задачу с линейкой, получили максимум, может быть, 1 балл. То есть это, я бы сказал, далеко не вариант. И возможное решение. На самом деле задача не трудная была. Да, первое, понятно, определить надо было массу стержня. Да? То есть она очень легко определяется, масса, потому что шприцы одинаковые, поэтому легко можно определить массу стержня по разнице двух взвешиваний: пустого и шприца со стержнем. Дальше, так как длина стержня известна, можно определить расстояние между штрихами на шкале шприца. Ну, чтобы, соответственно, определить объемы соответствующие. Дальше заполняется шприц водой до максимального удлинения, определяется масса шприца, заполненная водой. Выдавливается до тех пор, пока поршень не упрется в стержень. Тоже определяется масса шприца. Знаем массу вылитой при этом воды, и, соответственно, ее объем, также расстояние миллиметров, за который переместится поршень, вычисляется, площадь внутреннего сечения и внутренний диаметр шприца. Был там 19 мм, соответственно. Масса воды в шприце при высоте и слабо равной длине стержня определяется объем, то есть вычисляется площадь по пересечению кольца воды высотой длины соответствующего стержня, площадь сечения стержня, диаметр стержня можно посчитать из этих соображений, потому что там он тяжелее получается, чем... И из этих соображений дальше уже, зная объем стержня, плотность стержня можно посчитать, и, соответственно, плотность стержня была. Ну, диаметр стержня, видите, 12 у нас, скажу, где-то там не 12, а меньше был в нашем случае миллиметров. Вот, и в этом плотность больше. У нас в эксперименте было это в авторском решении у них 12 миллиметров и 2,8 на 10 килограмм на метр кубический. У нас был, соответственно, в качестве стержня использован гвоздь, соответственно, более плотная сталь использовалась, и поэтому диаметр стержня там около 7 миллиметров был. Хотя вот кто решал в Сириусе, у них, соответственно, там сильно точно с такими параметрами. Нам, как организаторам, не удалось, на самом деле, подобрать тот вариант, который был называется, в авторском решении. Вот, и вот, соответственно, критерии. Тут максимум можно было получить 10 баллов. Вот. Кто использовал, еще обращая внимание, пользовался линейкой, то они только получили на большинство, смогли вот массу стержня все-таки найти. А дальше, соответственно, к сожалению, кто влез, кто по дрова, единицы, кто вот сделали вот этот второй этап, внутренний диаметр шприца, кто-то попытался опять же с этим же, кто-то линейкой, кто-то стержнем пытался определять, вместо того, чтобы просто воспользоваться знанием плотности воды. Дальше диаметр, соответственно, стержня, 3 балла еще. Объем его стержня, приемом третьего, может быть, не хуже 7%, 1 балл за это подавался. И плотность стержня, понятно, если вы знаете объем и массу, то можно найти плотность. Плотность без знания объема не найти, поэтому тот, кто доходил до конца, получал, соответственно, 10 баллов. Таких немного, но были. Вторая задачка требовалась определить
когда это связано было с скатыванием шарика, наклоном жёлоби начинает его нижнего конца фломастером нанесены отметки через каждые 15 метров, и на 5 см ниже каждой нанесены другие отметки. Нижний конец жёлоба должен касаться упорников деревянного бруска. Запустите безначальную скорость металлический шарик от отметки N1, NIT, и включите секундомер в тот момент, когда шарик прокатывается мимо отметки NIT. Остановите секундомер в момент соприкосновения шарика с упором и повторите эксперимент для каждой из отметок не менее 5 раз. И усредните результат надо было. Вот. Но, к сожалению, тут был еще интересный такой момент, что на самом деле изначально организаторами были высланы одни отметки, а потом, соответственно, как видите, в условиях задачи немножко отметки другие. И не всегда, на самом деле, что называется, совпадало предложение. Ну, само по себе оборудование, в принципе, не всегда в этот раз совпадало с условиями задачи. То есть в одной задаче вообще получилось ситуация, что перечень оборудования, ну это не конкретно 7 класса, а вообще в целом в перечень оборудования должен был быть секундомер, а соответственно секундомера в перечень оборудования изначально полученного 10 января не было. Вот такой небольшой момент получился. Накладки обусловлены не только нами. Ну и вот, соответственно, надо было построить L, да, это его график в зависимости от средней скорости от среднего времени, скорость, которую достигают шарики, и расстояние покоя определить скорость, которую достигает шарик, преодолев состояние покоя участок длиной 5 см. В качестве оборудования алюминиевый уголок, шарик, закрепленный одним концом коробки, деревянный брусок, секундомер, миллиметровая бумага формата А5 для построения графика. Ну и, соответственно, понятно, его тут вот, получается пример измерений. Да, соответственно, это его график средней скорости от времени, он должен, обратить внимание, он линейный. Сильно должен был получаться линейным. Вот, скорость, которую достигает шарик, преодолев состояние покоя 5 см. Примерно, ну, в авторском решении 17, понятно, у кого как получилось, там, это в авторском решении высота такая, соответственно, дана. Вот. И в числе критериев 5 баллов, за табличку уже давалось 5 баллов. Дальше зависимость, это его график зависимости средней скорости от времени, 3 балла. Ну, 3 балла при условии, понятно, если отложена у нас единица измерений, выбран национальный масштаб, нанесены шкала, соответствие точек найденным графиком и проведена прямая средней скорости от времени. Дальше, обратите внимание, вот очень многие, к сожалению, взяли и измерили среднее, хотя вот сказано в критерии вычислено время спуска шарика с высоты 5 см и вычислена средняя скорость. То есть не измерено, а вычислено. То есть надо было найти ускорение, по сути, из этих соображений вычислить время и скорость. Зная ускорение, зная вот эти расстояния, надо было вычислить время и скорость. Есть просто это его формула, то есть радиус квадратов, поделенная на 2s, есть ускорение. Вот, исходя из этой формулы, нужно было найти соответствующее его время спуска и среднюю скорость. Ну, понятно, вначале одно, потом другое. Так, дальше, 8 класс, соответственно. Задачка называлась усилитель. То есть с помощью выданного оборудования определите точность до 1 тысячной грамма среднюю массу одного зернышка. Было дано 3 его зернышка, проса, гречка и цветной пластиковый цилиндрик. Вычислить массу чернил в линии длиной 1 метр, нарисованной гелевой ручкой. Оборудование, соответственно, весы электронные, деревянная линейка длиной 50 см, короткий круглый карандаш длиной 4-5 см, штатив с муфтой и лапкой, по 3 зернышка проса гречки, 3 цветных пластиковых цилиндрика, гелевая ручка, 3 листа бумаги. Ну, возможно решение. Вот. Используя рычаг из линии в качестве усилителя для электронных весов, штатив в качестве упора или рычага, надо было собрать вот такую вот установку. Установку из 2
Вот. Соответственно, потому что вот карандаш, он, соответственно, дополнительное давление оказывает. Ну и перед взвешиванием легкого тела надо провести просто тарировку весов, то есть избавиться от необходимости чуть-чуть момент тяжести на сам рычаг. Ну, тарировка означает 0, соответственно, выставить надо было. Исследование тела помещается на дальнем конце линейки, вот оно видно, да? Но понятно, там, где отметка есть, 0. Чтобы было четко тут 50 сантиметров, да, там 0. Вот. С помощью правила моментов, записанного относительно короткого конца рычага, опирающегося в лапку штатива, определяется усиление добавочного воздействия на весы К раз. Также можно найти усилие рычага экспериментально, предварительно взвесив лист бумаги. А4 его масса 5 грамм примерно. И взяв часть, 1/16 взвесить этот кусочек на собранной установке. Ну и вот для справки в таблице приведен результат измерения имеющегося распоряжения автора зерен. Гречка, цилиндрик, проса. Не факт, что у вас именно такие же результаты, потому что разная гречка, разные опросы немножко. То есть это не данная табличка, вот это не является универсальным правильным ответом. Так как масса зелени сильно отличается от партии к партии, от сорта к сорту и так далее. Дальше, для определения линейной плотности слита гелевой ручкой измеряется масса М с нуликом заполненного стержня ручки. Дальше на листе бумаги А4 проводится N линий до тех пор, пока уровень чернил ручки не изменится на 1,5-2 сантиметра. Повторно измеряется масса стержня, полученная на значение М1. 1,5-2 сантиметра, конечно, трудно, но тем не менее. Суммарная длина всех линий, и это его... у автора получился результат примерно 0,12 мг на метр. Но что также не является, опять же, универсальным ответом. Ну и понятно, критерии оценивания. Максимум 10 баллов. Раньше было, кстати, все правильно, это максимум, там 10 баллов. То есть идея рычага 2 балла и коэффициент усиления системы рычаг весы 2 балла. То есть всего 4 балла за это. Дальше взвешивание 3 зерен проса 1 балл. Средняя масса одного зернышка полбалла. То есть всего 1,5 получается. Взвешивание 3 цветных цилиндриков 1 балл. Масса одного цветных цилиндриков полбалла. Гречневая крупа также и методика взвешивания чернил гелевой ручки. В случае прямых измерений масс зерен или если коэффициент усиления меньше 5 баллов, за результат измерений масс по 0,5 балла не ставится. Обратите внимание. То есть прямое измерение не засчитывалось. И измерение масс стержня при измерении уровня чернил менее чем на 1 см не оценивается полным баллом за пункт 5. То есть все равно надо было исписать, что называется, не меньше 1 сантиметра. Задача, соответственно, дальше 8.2. Теплоотдача. Налет в стакане, то есть количество теплоты, добавим единицу времени от нагретого тела к холодному, прямо пропорционально с температурой между этими телами. Так называемый закон Ньютона-Рихмана. Вот альфа Т1 и С2 на тау. И альфа коэффициент теплопередачи, тау время теплопередачи, Т1, Т2 это температура холодного и горячего тела соответственно. Определить коэффициенты теплопередачи альфа-1 и альфа-2 от воздуха в комнате к 50 граммам воды, имеющей температуру 0 градусов Цельсия в тонкостенном пластиковом стаканчике. Альфа-1 в стакане из пенопласта альфа-2. Здесь оборудование. Термометр, пластиковый стакан и стакан из пенопласта. Крышка с отверстием по термометру, секундомер, одноразовая тарелка и ложечка, весы, салфетки, лед по требованию, миллиметровая бумага для построения графиков. Ну вот, соответственно, задание, соответственно, взять на тонкостенный пластиковый стакан, налить в него воды приблизительно 40 грамм и охладить до температуры не более 2-3 градусов Цельсия. Опустить в охлажденную воду кусочек льда. Каждые 2 минуты быстро развешивать кусочек льда, положив предварительно на весы толстый слой салфетки.
Перед каждым взвешиванием обновляйте показания веса. Зафиксируйте массу воды, имеющуюся на салфетке после каждого взвешивания. Повторите эксперимент со вторым стаканом. И посмотрите график зависимости массы воды, переходящей в твердое состояние в жидкое, внутри стакана. От времени для каждого из стаканов. На основе полученного графика определите коэффициенты теплопередачи альфа-1 и альфа-2. И проведите еще раз эксперимент с пенопластовым стаканом, первый раз взвесив лед 2-3 минуты после его погружения в стакан, и второй раз еще через 15 минут. И вычтите также коэффициент теплопередачи альфа-2,2 в данном случае. И расхождение между альфа-2 и альфа-2,2, если расхождение превышает 20%, объясните причину этого расхождения. При этом выданный лед может иметь отрицательную температуру, что скажется на характере начального участка полученной зависимости. Ну и дана удельная теплота плавления льда, соответственно. Ну и возможное решение. В исследуемом пластике стакана, понятно, 40 грамм воды. Ну, как описано, так и делать. Результат изменения, вот пример изменений в таблице приведен. Ну, это зависимость массы растаявшего льда и время в минутах. Соответственно, угловой коэффициент и коэффициент теплопередачи можно, соответственно, определить, и вычислив из уравнения теплового баланса. И для пенопласта тоже можно найти. То есть альфа-1 и альфа-2 вычислены в данном случае для комнатной температуры при 22 градусах Цельсия. Альфа-1 умножить на альфа-2. Следующий результат получен графическим методом при изменении массы льда в период 2 минуты. По двум изменениям через 15 минут может быть случай, если при вычислении массы растаявшего льда не учитывается масса воды, остающаяся на весах во время измерений. Ну и критерии, соответственно. В результате измерения зависимости массы воды, переходящей в твердое состояние в жидкое, при тонкостенном стану от времени. Если не учтена масса воды, остающаяся на салфетке, тогда 1 балл. Также результат измерения массы воды, переходящей в твердое состояние в жидкое, для пластикового. Для пенопластового точно так же. Измерение массы воды, переходящей в твердое в жидкое, внутри пенопластового от времени по двум крайним точкам. Построены графики измеренных зависимостей, записан уровень теплового баланса, вычислен коэффициент альфа-1 и альфа-2, с не хуже 20%. И видите, это по баллу. Если 30%, то по полбалла. Коэффициент альфа-2,2 вычислен и указана причина его отличия от альфа-2 в случае наличия такого. Если расхождение между альфа-2 и альфа-2,2 превышает 20%, а причина его не указана, баллы не ставились. Следующая у нас задачка. 9 класс. Груз. В шарике гидроящик, то есть внутри шарика находится вода и металлический цилиндр, воздух при этом удален. Развязывать или рвать шарик запрещено. При нарушении этого пункта за данное задание ставится 0 баллов. Сразу скажу. Масса и объем шарика. Масса и объем стенок шарика можно пренебречь. Плотность воды дана. Определить надо массу МЦ металлического цилиндра, находящегося в шарике. И массу воды в шарике. Оборудован шарик с водой и металлическим цилиндром стакан с водой, нитка, линейка. Дополнительный груз массы М. Штатив содержит. И возможное решение. То есть тут убедиться, что центр масс линейки находится в середине ее длины. Для этого уравновесить на горизонтальное движение на один край линейки подвесим на нити груз известной массы, на другой шарик. То есть это для чего? Для того, чтобы определить, соответственно, массы. Навесим линейку так, чтобы плечи были как можно больше. И центр массы линейки располагается над стержнем. Измеряется плечи, записываю уравнение равновесия. Причем в авторской основе использовался груз массой 62,5 грамм. У нас, я сейчас не скажу, сколько использовался. Дальше то же самое, но полностью погрузив шарик в воду. Вот. С учетом этой, видите, силы Архимеда, получается соответствующая масса. И погрешность оценка, в итоге получается вот масса
груза и масса воды. При этом, обратите внимание, здесь уже максимально, да не максимум, здесь максимум можно было получить 15 баллов. То есть первая проверка расположения центра массы линейки в центре, взвешивание шариков, за это целый балл ставился, обратите внимание, взвешивание шарика в воздухе. Дальше при этом центр массы линейки был на опоре полбалла, и при этом длины плеч были максимально возможными, и тоже полбалла. Дальше условия равновесия в воздухе, 1 балл. Выполнено взвешивание шарика в сосуде с водой, 1 балл. При этом центр массы линейки также на опоре, и длины плеч максимально возможно тоже по полбалла. Условия равновесия в воде 2 балла, выведено уже записано, да, разумный способ определения объема металлического цилиндра 1 балл. Масса тела с отклонением более 10%, 2,5. Масса воды с отклонением более 10%. Иначе, видите, по баллу ставился. И оценена погрешность. Отдельно, видите, выведена она здесь 1 балл. Так, вторая задачка в 9 классе. Нагревание с батарейкой. То есть в этой задаче мы узнаем, что происходит с батарейкой, когда ее варят. Собраны две одинаковые батарейки. Термостойкий пакет, емкость для воды, нитка горячая вода по требованию, мультиметр с проводами, термометр, миллиметровая бумага формата А5 для поставления графиков. То есть задание напряжения батарейки U зависит от температуры. И узнали напряжение батарейки при комнатной температуре. При планировании эксперимента учесть, что изменение напряжения мало по сравнению с дельта U. Задача измерить U с ноликом, измерить зависимость дельта U от температуры, построить график измерения измеренной зависимости от температуры, предложить функцию, описывающую зависимость дельта U от температуры, определить параметр предложенной функции и возрастает или уменьшается напряжение при росте температуры. При этом батарейки не должны непосредственно контактировать с водой и не должны быть мокрыми. То есть поэтому использовать надо термостойкий пакет для нагревания батареек. И решение, соответственно. То есть измеряя напряжение батарейки при комнатной температуре, то, в данном случае ватт расширение 1,62, понятно, у всех по-разному. То есть при нагревании батарейку нужно положить в пакет, чтобы избежать контакта с водой. Измерение напряжения очень мало, при нагревании до 70 градусов составляет около 5 милливольт. Поэтому нужно собрать дифференциальную схему с двумя батарейками, как показано на рисунке, и греть одну из них, тогда мы сможем использовать вольтметр в диапазоне 200 милливольт. Измерять десятые, пример, как вот она, дифференциальная схема. Тогда можно дельта U мерить как раз. Это изменение, показанное на графике, дельта U, как видно, отрицательно. То есть напряжение уменьшается при повышении температуры, а зависимость дельта U от температуры линейна. Коэффициент наклона примерно 0,12 милливольт на градус Цельсия. Это авторское решение. Соответственно, первое, за что ставить баллы, выполнено измерение напряжения U с ноликом при комнатной температуре 1 балл. Идея использования дифференциальной схемы измерений 3 балла. Указано, что измерение дельта U отрицательно 2 балла. И дальше таких его точек снято. Если 10 и более, оставилось 4 балла. До 9, от 7 до 9 3 балла. 5 или 6 2 балла, соответственно 2, 3, 4, 1 балл. Значит, график дельта U от T 2 балла, и опять же тоже разные. Если график другой строился, не этот, то, соответственно, баллы не ставились. И обоснование вывода, что зависимость линейная 1 балл, коэффициент наклона, в зависимости от того, в какие ворота попал, да, на самом деле он, оказывается, не сильно зависит от батареек, от выбора батареек, соответственно. 14. 0,1. То есть здесь так называемые узкие и широкие ворота. Так, дальше 10 класс. Первая задача, так называемый серый ящик там был. То есть в сером ящике находится электрическая цепь, схема которой представлена на рисунке. Вот такой вот. Цепь состоит из двух резисторов R1 и R2, причем R1 больше, чем R2, и трех разноцветных проводов, выведенных наружу. Необходимо было определить сопротивление резисторов R1 и R2, а также указать цвет проводов, присоединенных к каждому из резисторов, а также к средней точке цепи. При этом выданный источник питания постоянного тока
содержит ОДС, которая изначально неизвестна, и включенный параллельно с ней резистор с определением R, 1000 Ом. Вот схема, вот она представлена. При этом в оборудовании серый ящик, вольтметр, источник. Обратите внимание, в эксперименте был поставлен мультиметр, и необходимо было четко сказано при организации, что необходимо использовать его в режиме вольтметра. Задача на самом деле не трудна, но удивительно, почему так плохо, что справились. То есть предварительные эксперименты с выданным оборудованием приводят к выводу, что первый мультиметр в режиме омметра или миллиамперметра не работает. При посредственном соединении вольтметр с источником, отсем вольтметр с источником и одним из резисторов убеждает, что внутреннее сопротивление вольтметра соизмеримо с внутренним сопротивлением источника, его необходимо учитывать при вычислении сопротивления цепи. Чем меньше величина резистора, включенного постоянно с вольтметром и источником, тем больше будет показания вольтметра. При подключенном к источнику параллельно соединенных резисторов серого ящика вольтметра результат будет противоположный. Чем меньше сопротивление, тем меньше напряжение на вольтметре. Таким образом, легко установить и проверить, какого цвета провод соответствует выводам А, Б и С цепи серого ящика. Дальше, для более точного определения сопротивления резисторов в сером ящике приведем указанное ниже измерение и соответствующее закону Ома, запишем выражение напряжения на вольтметре от 0,1 в каждом случае. Ну и при этом учитывая на сопротивление вольтметра. Вот. При измерении DS, видите, R вольтметра, при измерении R1, R2, соответственно, да, и выражение 1,2 в обратных величинах. Вот можно записать. Вычитая, дает соответствующее решение. То есть, во-первых, самое главное, сопротивление вольтметра надо. Видим, что оно примерно R равно. Значение параметра К очень близко к 4 и к слагаемым с корнем 12, что можно пренебречь. И теперь находим, соответственно, R1, R2. Логично. Вот. И, соответственно, так, сейчас у нас тут, наверное, нету R1, R2, чему равно, и у меня сейчас нету этой тоже информации. И, соответственно, критерии. Первый критерий, да, неидеальность вольтметра. Второй — методика сравнения сопротивления резисторов в сером ящике. Третий — это, соответственно, приведены результаты изменения напряжения при подключении серого ящика к цепи. Вечным выводом, то вот на это по баллу. Дальше 2 балла установлен соответствующий вывода, маркировка выводов на схеме серого ящика. Составлена схема 3 уравнений для нахождения сопротивления одного из резисторов по баллу за каждое уравнение. Вот 3 балла измерено напряжение. 1 балл, найдено сопротивление R1, 3 балла, и R2 тоже 3 балла. То есть при кажущейся очевидности задача оказалась не такой простой, как кажется. Ну, я возвращаюсь вот в схему измерений, да, для R2, R3, соответственно. Ой, для R2 это аналогичная схема, если вы знаете, где она находится. И для их суммы тоже. Так, задачка вторая. Теплоемкость резистора. Задача обратить внимание опять с резистором. То есть с помощью выданного оборудования определить зависимость мощности тепловых потерь от температуры резистора на постройке и теплоемкости резистора. При этом оборудование резистора 100 Ом, стакан, регулируемый источник постоянного напряжения, 2 мультиметра, термопара, секундомер, соединительные провода, зажим типа крокодил, миллиметровый для постоянных графиков. Причем один из мультиметров используется в качестве вольтметра, а второй с термопара для измерения температуры. То есть, там возникала ситуация, что в какой-то момент времени термопары переставали работать, приходилось менять. По непонятным, правда, для организатора причинам, потому что обычно термопары работают нормально. Ну и вот подготовка электрического изучить механизм регулирования выходного напряжения источника. В этом эксперименте запрещает устанавливать напряжение больше 6 вольт. Если резистор сгорит, вы получаете 0 баллов за экспериментальный тур. Насчет, если бы такой пункт стоял еще про термопару, то тоже могли получить 0 баллов. Ну и подготовка тепловой установки, то есть закрепить резистор при помощи соединенных к нему проводов так, чтобы он располагался по центру стакана. Ну, нарисован, да, вот она.
схема. Присоединить резистор при помощи длинных проводов к клеммам источника параллельно вольтметру. Подключить термопару ко второму мультиметру. Установить ручку мультиметра указателя температуры, то есть режим температуры по шкале Цельсия. И мультиметр должен показывать комнатную температуру. И дальше бережно обращаясь к термопаре. Она достаточно хрупкая. При помощи зажима типа крокодил закрепить термопар так, чтобы USB плотно касался поверхности резистора, как на фото. Справа в ходе эксперимента резистор SP нельзя перемещать. И возможное решение. Важно, все числовые данные приведены для имеющегося расположения автороборудования. Референтное значение необходимо определять на месте для каждого отдельной партии резисторов. Мощность, выделяющаяся на резисторе протекания электричества, тока, учится по формуле U квадрат на R. Да. Считаем, что сопротивление резистора в исследованном диапазоне теперь не изменилось и равно примерно 100 Ом. Ну, вот получается мощность от температуры. То есть хорошо аппроксимируется, как видно, линейной функции. В принципе, можно вот так вот записать. То есть коэффициент теплопроводности, а можно найти из углового коэффициента наклона графика. В данном случае А 9,3 милливатт на градус Цельсия. Теперь отключить источник исследуемого процесса охлаждения резистора за счет тепловых потерь. Ну, график вот он. Видите, два участка получается. Несколько плавно. То есть данный процесс нелинейный, его исследование можно провести несколькими способами. Первый вариант. Скорость падения температуры в зависимости от теплоемкости резистора и мощности теплопередачи. Да, пока мы знаем все параметры для расчета мощности тепловых потерь, мы можем рассчитать теплоемкость и мгновенную скорость падения температуры в какой-либо момент времени. Скорость падения температуры можно найти через наклон касательный к графику этому. И данное вычисление необходимо провести для нескольких моментов времени, не менее 5, и усреднить значение c для уменьшения погрешности. Ну, в данном случае, понятно, 0,2. Вот видите, для нескольких моментов времени. Вот как раз надо проводить измерение. Второй вариант. Можно построить по двум таблицам график зависимости мощности тепловых потерь от времени при остывании резистора. Площадь под графиком имеет смысл выделить количество тепла. Частью выделенная на графике площадь соответствует остыванию от 50 до 25 градусов Цельсия. Ну и, соответственно, из уровня теплового баланса можно найти также теплоемкость. А площадь под графиком можно найти примерно как площадь по методу так называемых трапеций. И третий вариант. Некоторые дети могут использовать логарифмы. То есть предполагать, что закон изменения температуры со временем экспоненциальной, можно построить график зависимости логарифма. То есть ноликом от времени, а там уже соотношение легко находится. Если данным способом получить правильный ответ, его нужно оценивать полным баллом. И, соответственно, критерии. Теоретическая зависимость температуры, то есть зависит от мощности тока 1 балл. Имеет зависимость температуры от поверхности резистора мощности тока P 7.2 балла, 5 точек, не менее 5 точек 1 балл. Даже это его, соответственно, меньше 5 точек 0 баллов. Построен график, также критерии указаны, определен коэффициент теплопередачи, не менее чем по 5 точкам 1 балл, а если меньше, то 0 баллов. Это зависит от температуры резистора от времени при его остывании. Опять же, не меньше 7 точек 2 балла, меньше 1 балл 0. Расчетная формула теплоемкости резистора для любого варианта получена 2 балла. Рассчитанная теплоемкость резистора. Ну и при этом 3 балла это за хорошее усреднение. Да, в зависимости от вариантов. Плохое усреднение. И нет усреднения 0 баллов. И падение C, попадание в референтное значение. Да, в зависимости от погрешности. 2, 1 или 0 баллов. Теперь 11 вариант, ГОК или не ГОК. Вот тут, кстати, эта задача вызвала, видите, намного затруднений именно с точки зрения теоретической проработки. Ну и результат, видите, то есть вот 5 банковских резинок соединены последовательно друг с другом в цепочку, которая натянута силой Т-ноликом для длины 2L и прикреплена к планке. Если к середине точки приложить по печи силу F, то точка приложения этой силы сместится на некоторое расстояние H, называемое стрелой прогиба, или прогиба, правильно, стрелой.
И снимите зависимость H от F. Обратите внимание. На полученных данных графических методов определить коэффициент жесткости К цепочки и силу тестноликом ее начального натяжения. При этом, обратите внимание, к сожалению, далеко не все строили именно вот эту зависимость силы от H. Почему-то строили другой график, хотя четко написано зависимость H от F, от силы. Оборудуется цепочка из банковских резинок, крепленная на планке, 2 канцелярские клипсы, большая скрепка, обратите внимание, массой 1,7 грамма, кусок мерной ленты, кусок скотча, 6 одинаковых грузок гаек массой примерно по 10 грамм, лист миллиметровый, бумаги формата А5 для построения графиков. И возможное решение. Кстати, оно приведено, как следовало проводить вообще измерения, да, для чего нужны были клипсы. Да, по сути, гайки прикрепляем и смотрим вот, по линейке, насколько прогиб меняется в зависимости от приложенных гаек. То есть, и удлинение. И дальше это вот первая табличка, сила и соответствующее удлинение. И вот график T от X. Дальше, соответственно, график для x0 позволяет найти t0, да, по угловому коэффициенту коэффициент жесткости. И основной вклад погрешности это вносит разброс масс гаек и погрешность измерений. А удлинение, кстати, видите, связано с квадратом h на 2L. Потому что, видите, это снять зависимость, а не построить. А графический метод определить коэффициент жесткости от начального натяжения. Поэтому, соответственно, вот надо построить t от x на самом деле, а строили t от h. Поэтому в этом основная ошибка стояла. То есть коэффициент жесткости можно найти только t от x, когда построите. Ну и, соответственно, методика проведения эксперимента 2 балла, измерение h от f, повторное измерение, аналитическое выражение связь удлинения цепочки со стрелой прогиба, аналитическое выражение силы натяжения силой F, график зависимости T от X построен, видите. Если другой график, 3 балла не ставилось. Коэффициент K вычислен. Вот, если K 0,5, то 1 балл ставился вместо 2 силы натяжения T с ноликом и погрешность измерений. Всего максимум 15 баллов. И заключительная задача. Серый ящик, но теперь с конденсаторами. То есть в сером ящике находится рельс с направлением R и 4 конденсатора C1 и C2 соединены, как показано на схеме. Перед туром конденсаторы проходили тренировку, в течение нескольких часов находились под напряжением 10 вольт. И определите значение емкостей C1 и C2. Если прибор оборудован серый ящик, талонный конденсатор емкости C с ноликом, батарейки, крона, мультиметр, зажим типа крайкодел. При этом вывод серого ящика, отмеченный знаком минус, в вашем случае это белый провод, допустимо соединять только с минусом батарейки. А положительный талон конденсатора с ноликом только с плюсом батарейки. Это связано с тем, что используются электролитические конденсаторы. И возможное решение. Например, серый ящик, талонный конденсатор с ноликом батарейку, если соединить вот так вот. Сразу после замыкания цепи имеется напряжение U1 на сером ящике. Или U1,0 на эталонном конденсаторе. Измерение нужно произвести достаточно быстро, так как после включения батарейки внутри серого ящика начинается процесс перераспределения зарядов между конденсаторами. Время от времени контролируется напряжение на сером ящике и на эталонном или на эталонном до тех пор, пока оно не перестает изменяться. И какое получится напряжение, установишься, вот оно связано с ноликом и емкостями конденсаторов. То есть C1, C2 верхней ветви серого ящика и конденсатора C1, C2 нижней ветви. Зарядились, но выравнивание потенциалов через резистор R еще не началось.
Ну и в случае 2 вывода здесь складываются одним и тем же потенциалом. Решая систему уравнений, можно получить, соответственно, с эталоном связать и емкости C1, C2 найти. И систему уравнений 1, 4 можно получить для напряжений U1, 0, U01, U02. То есть в нашем случае U0, U1, U2, C0, C1, C2 вот приведены. У нас примерно такие же были. И критерии оценивания. Его конденсаторы были разряжены или выполнена их разрядка. Но надо указать, потому что мост не сбалансированно измерено U1, U2, под его U1 и описано последовательность его измерения, тогда 2. Если просто U1, то 1 балл. Логично U2 и последовательность измерения указано, что необходимо убедиться в окончании процесса перезарядки. Проведены повторное измерение пунктов 1 балл, теоретический вариант. Один из вариантов формулы 1, 2 балла, получен теоретически одна из вариантов формулы 2, тоже 2 балла. Система уравнений записана формула 3, 1 балл, на формулу 4, 1 балл. И найдена емкость. C1 попал в 10% погрешность 1 балл, C2 тоже 1 балл и оценена погрешность измерения емкостей. Еще 1 балл. Я думаю, если бы вопросы возникли, они уже появились бы в чате. Вопрос, смотрю, нету. Я жду вопросов. Но вопросов нет. Ну, что-то вопросов вообще не вижу. То ли я это его не там смотрю. Должен появляться сверху. Ну нет, никто ничего не писал, да? То есть тогда я останавливаю трансляцию. Все, да-да.